Я Удинев Абдухудыр Холматович, 6 января 1992 года рождения. Алло. Обращаю таджикский диаспору Карамат Шарипов по поводу 9 сентября. Был убит мой дядя родной Удинев Махмадулла Бутаевич. Скажите, как это все было? Как это было? 9 сентября Махмадулла звонил работодатель Александр, я не помню, как его фамилия, поехал в город Рютово, возле платформы, там торговый центр есть, как шлагбаум заехал в парковку, сразу нас 8 человек захватил и начали избивать внутрь здания. И избили так, и дальше я не помню, что было. Подождите, вот вы приехали на место событий, вам звонил работодатель. Да. Зовут работодатель Александр. Вы ехали тогда, время примерно сколько было? Время было где-то 20:09 точно. Начало 9, это был вечер. Да. Адрес куда он вам сказал приехать? Улица Октябрь, дом 10, где был торговый центр, экватор есть там. Сюда приехали вы четвером. Да. На что приехали? На чьей машине? На мою машину. Машина ваша? Да, Варили. заехали в парковку, сразу 8 человек нас захватили. Вот вы в машине сидите, да, или с машины вышли? Не вышли, уже сразу они нас захватили. Как в парковку Они заехали. знали, вы на какой машине приедете? Да. Либо 8, либо 10 или 15. Да, вот такой. А что, они с чем были? С ножами, с С оружием? пистолетом. И что, они напали на вас, и кого с машины вытащили? Спросили там, кто, как зовут там, кого-то одного из вас? Миша там, Ахмадуллов? Нас все вместе вытащили, внутрь здания заносили. Куда загнали? Там склад был, что ли? Какой-то вот такой, И здание. что они хотели от вас, самое главное? Они начали сначала сбивать голову. И начал спрашивать, кто из вас Миша, а он отвечает, что я. И начали его избивать. Потом он воду попросил, воду принесли, отдали. И он начал пить, это получается, что напоили нас. Нас 4 напоили, но я не очень много выпил. Что за вода? Водку, что ли, дали? Не, вода обычная, вот Липтон там, не знаю, какой-то. И что там, эта вода была смешана чем-то? Да, чем-то смешано было. Просил Махмадуллова дать водичку. Да, Когда избивать начали его, он говорит, дайте мне водичку. Он уже избивали, он уже упал один раз. Как его там? Они стреляли с какое-то оружие в вашу сторону? Этого стреляли, Зафару стреляли. Зафар, который сейчас находится в реанимации? Да, или его что? стреляли, да. До сих пор находится в реанимации? Да. И нас сбили. Кто стрелял? Не знаю, я не помню. Мне как Где ты был в это время? Мне вот землю уже так сбивали, я где-то час и полтора. И сколько времени вас они избивали там? Где-то часов 3. А почему вот вы на месте приехали, вас работодатель вызвал? Откуда, если люди, это охранник работодателя? За что вы Это думаете? работодатель, оказывается, их нанимал. Но вы позже звонили Александру, он телефон не брал? Все у нас отобрали телефон. Ну вот телефон работодателя знал кто-нибудь, ты знаешь его? И вот Махмадуллов знал. Но Махмадуллова нет, он погиб, в курсе? У Искандаров Амир знает. Амир где сейчас? Амир уже уехал, ему тоже было плохо, его отправили уже домой. В Таджикистан Да. отправили. А ты остался, да? Вот сколько времени, вот хорошо, а кто вас забрал с этого места? Там вас была скорая помощь, кто-то вызвал, да? И уже после этого Когда они уехали, на улице нас вытащили, и вот возле контейнера выбросили, и потом милиционеры приехали. Это получается, они на тот момент Махмадуллов был жив, жив. Вот. приехали сотрудники полиции. Сотрудники А кто полиции. звонил их? Ну, скорее всего, они сами звонили. Эти же бандиты звонили сотрудникам полиции. Да. И вас что? И они скорую вызвали. Скоро нас тогда отнесли в отделение, а потом скорый приехал Махмадуллов и вместе с Зафаром отвезли. Вас кого забрали в отделе полиции? Вас, тебя и Искандаров Амир. Амиру забрали. Да. А это двое лежали что? Двое лежали, потом я не знаю, как их отвезли, куда отвезли, потом я не знаю. Вы были в каком отделении полиции? Рютово. Когда туда вас привезли? Где-то 4 часа утра был, да? До 4 утра где вы были? Ну там избивали нас внутрь, а потом... Вот с 9 часов вечера до 4 часов утра нас избивали? Да. Где-то начало 9-го, вас сняли с машины, начали избивать, вытаскивали, значит, загнали вас в этот склад. Да. Там, оттуда потом после этого вытащили вам, значит, налили в рот, после когда воду просили. Воду уже внутри, уже полтора баклажки уже выпивали мы. Уже Махмадуллов начал трясоваться. И на улице, когда вытаскивали, и там еще начали избивать. Как вытаскивали? За руку, за ноги на улицу, да, или как? Да, за руку. Или за помогали, руку. держали за руки, нет? Ну вот так как объясню. Вот, А зачем вас? И что они хотели вообще? Я вот не понимаю, это, скорее всего, это работодатель их нанимал.
И потом Ахмадулло уже начал трясоваться, еще воду попросил, дали воду, и он там уже наверх. Он начался с судороги, скорее всего. Да, да. Он не мог трясуться на место. Судороги после этого всего. Судороги, да, да. Да. А их вот было 8-10. Кого-то они вот помнят лицо? Я одно и только помню, бородатый такой. Ну хорошо, вот вы, приехал скорая, да? Не скорая, а у вас приехала милиция, да, в первую очередь? Не скорая первая, да? Не скорая. Вас забрали в отдел Как? Реутова. И Как? что там с вами сделали в Реутове? Там допросили нас, подписали. Ну, Что они вас спросили? ну вот в какое время подъехали туда и что было. Вот ты должен был рассказывать? Я все рассказывал. И там до скольки ты был? До 10 сентября, до где-то часов 5 или 6. Вечера. Да, да. И вы видели, когда дядька ваш заходил туда, вот этот один, а еще один? Умар Али. Вы видели его, как он вас видел, да? Он нас видел, да. И когда вас оттуда отпустили? Отпустили вот где-то примерно полшестого было, или 6 часов полшестого. Откуда вы знали, что там был убит Ахмадулло или второй там находится, их забрал с Ну, они сказали, что у вас... сотрудники полиции? Да, да. Что Ахмадулло умер. Махмадулло умер. А Ну, сказал, что один Зафар из вас умер, я спросил, кто по фамилии, и он сказал, что Махмадулло. Александр его звал Мишей. Он давно у Александра работал? Ну, перед этим еще где-то работал. Ну ты говоришь, Искандаров, Искандаров это в курсе, он улетел в Таджикистан, потому что он не очень сегодня состояние. Ну, мы были здоровье очень вместе плохое, до да. этого. Взял бы, поехал тоже зачем? Почему не поехал? Ну, я хочу дальше работать. Ты правильно, что остался ход. Ты сейчас должен говорить сотруднику, извините, я никуда не бежал, я бежал, потому что человек надо. Никто меня не спрашивал, я показания давал в Реутовском УВД, правильно? Я разговаривал с вашими братьями здесь. Я помог отправить тело вашего первого брата. Я разговаривал, вот женщина сидит, вот женщина, жена Зафара. Мы определили, потому что он вышел из дома. По звонку вы внизу ждали, правильно, в этом? Вы сказали, выходи и едем получать деньги, правильно? Да, Махмадулло якобы звонил. В работодатель нам собирается деньги давать. Да, А да. там вас сдала целая группа бандитов. Целая группа, а мы не знаем, что... Но вы уверены, что это бандиты? Я говорю, это не вы, сами друг друга организовали. Ну, мы же не знаем, кто их организовал. Либо А сколько денег должны были вам дать, работодатель? 30 тысяч, типа... 300 или 30? 30. Перед праздником авансировать хотел. А еще 200 тысяч, которые остальные... Он хотел вам в аванс отдать. Да, да, да. Но он сам не пришел. Не А пришел. после этого кто-нибудь звонил этому работодателю, узнал, он жив, здоров вот. Я не знаю, я ни разу не звонил. А кто стрелял в колесо? Там было пробито сейчас? Колесо пробито? Да, да, как заехал, уже сразу здесь стреляли и остановили машину. Невозможно было вперед ехать. Там торговый центр такой огромный. Там Вот телефон, общественный который место. на кому звонил, это работодатель, что приезжайте по этому адресу, есть у кого-то телефон? Этого У покойного Махмадулло. покойного Ахмадулло. Ему он звонил, сказал, якобы, приезжай, вот я тебя авансирую пока. Ну, он точно сказал Махмадулло, что вот вы были дома, вы. Махмадулло сказал, что звонил работодатель? А Зафар сказал, мне Махмадулло звонил, когда внизу. А, да, не только звонили Махмадулло покойному, Зафар тоже работал с Махмадулло. Да. Это с Умаром троем. Да, они троем работали. Они работали в одной из автошколы. Какой-то автошколе. Умар где работали, Умар Али, Махмадулло и Зафар. Да. И он ничего вам не говорил, что вот именно конкретно деньги отдают за 30 тысяч, не пошли бы троем, правильно, по четырем? Не, просто это... Так не сказала. Раньше брали аванс. 10 тысяч, 5 тысяч, так бы. Все отдадим на 7 числа. Вот у меня сейчас состоялся телефонный разговор, и звонил следователь управления по Уральскому, Московской области, главное управление. Они будут сейчас с вами разговаривать, вы должны это четко все определить до конца. Почему? Потому что надо искать этих сволочей. Скорее всего, если вы заехали на стоянку, там, я думаю, там была охрана. Охрана местная, что? Они это все видели. Они это все знают. Дай Бог, что это все правда. Через охрану говорит, регистрация по праздникам. Вас сейчас, вот вы вместе, что ли, вдвоем, вы даете полную картину, чтобы быстрее было. Сейчас мы это все ксерокопируем, сколько мы отдадим бумаги, это есть, чтобы легче было, вас долго там не допрашивали. Еще раз говорю, что постоянно будут на связи, бояться ничего не надо, если вы правы в этом направлении. Надо, чтобы искали, нашли убийцы ваших дядей, и, соответственно, она останется без кормильца. Если муж сейчас что-нибудь случится, у него трое детей. Вот все неожиданно, но случилось. Хорошо?